Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада приветствовать муниципальное образование нашей республики, участников проекта «Финансовая грамотность». Мы очень рады, что сегодня в Республике Коми сформирована профессиональная команда, которая выстраивает взаимоотношения с каждым муниципальным образованием. И, конечно, я приветствую всех участников круглого стола, который сегодня мы организовали именно с онлайн-подключением, который посвящен итогам обучения по программе повышения квалификации, формирования финансовой грамотности у обучающихся, а именно технологии и инструменты. Уважаемые коллеги, я хочу внимание обратить, что сегодня на уровне Российской Федерации реализуется национальный проект образования, который интегрирован с двумя национальными проектами. Это проект «Цифровая экономика» и, конечно, проект «Наука». Сегодня перед нами стоит очень важная задача – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования в области общего образования. Нам очень важно, чтобы каждый педагог нашей республики имел возможность включаться в программу повышения квалификации, которые прежде всего направлены на формирование тех компетенций, которые позволяют ему готовить наших обучающихся к участию в международных исследованиях. Сегодня финансовая грамотность прежде всего рассматривается именно в рамках нашего круглого стола как компетенция, которая действительно проверяется в рамках международных исследований. И прежде всего в рамках исследования ПИЗа. Поэтому мы очень рады, что курсы повышения квалификации, которые были организованы в апреле 2019 года с участием федерального оператора обучения педагогов на уровне Российской Федерации, Московского педагогического государственного университета, прошли успешно. Общее количество педагогов, которые были включены в данные программы, составило 140 слушателей. Уважаемые коллеги, в этой связи, конечно, мы очень рады, что сегодня мы будем вместе с нашей профессиональной командой республики, информировать вас о тех проектах, которые важны для каждого педагога нашей республики. Уважаемые коллеги, позвольте мне от имени организаторов представить участников нашего круглого стола. Уважаемые коллеги, сегодня вместе с нами работают представители Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Туркина Севиль Валерьевна. К нам будет подключаться Марина Ивановна Подболотова, эксперт дирекции образовательных программ Федерального центра по повышению квалификации педагога в области финансовой грамотности. Это, коллеги, онлайн-подключение. Вместе с нами Синицкая Наталья Валерьевна, начальник отдела методологии бюджетного процесса Министерства финансов Республики Коми, куратор проекта «Финансовая грамотность» на уровне Республики Коми. Мы рады приветствовать Старцева Виктора Владимировича, заместителя начальника экономического отдела отделения Национального банка Республики Коми, непосредственного организатора проекта «Финансовая грамотность» для всех категорий населения на уровне Республики Коми. Вместе с нами Наталья Вячеславовна Ружанская, руководитель регионального центра по финансовой грамотности, доцент, заведующий кафедрой экономики и менеджмента Коми Республиканской академии государственной службы и управления. Также принимает участие в нашем круглом столе Татьяна Дмитриевна Поликарпова, заведующая Центром общего образования Коми Республиканского института развития образования, которая непосредственно сегодня формирует систему повышения квалификации наших педагогов. И благодаря ее участию мы смогли провести такие успешные курсы именно вместе с федеральным центром. Уважаемые коллеги, у нас очень насыщенная программа. Я надеюсь, что вы сможете нам задавать вопросы во время онлайн-круглого стола в нашем чате. Также, уважаемые коллеги, я хочу сообщить, что даже после завершения круглого стола у вас будет возможность задать вопрос любому эксперту, и мы ваши вопросы обязательно рассмотрим, и вы получите на них профессиональные ответы.
Уважаемые коллеги, я думаю, что мы можем начинать. И, конечно, мы передаем слово Севиль Валерьевне, представителю Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Севиль Валерьевна расскажет о реализации мероприятий по повышению финансовой грамотности обучающихся в дошкольных и общеобразовательных организациях нашей республики. Коллеги, у нас подключается презентация. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. В лице Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми хотелось бы представить реализацию мероприятий по повышению финансовой грамотности обучающихся в образовательных организациях, как дошкольных, так и общеобразовательных организациях Республики Коми за 2018-2019 год, а также наши перспективы на 2019 и 2020 учебный год. Вопрос повышения финансовой грамотности обучающихся в Республике Коми стоит в Министерстве приоритетной задачей. Приоритетными направлениями нашими являются следующие. Безусловно, это реализация самого курса «Основы финансовой грамотности» в дошкольных и общеобразовательных организациях. Это реализация всероссийских и межрегиональных проектов, программ по вопросам финансовой грамотности. Также это организация и проведение конкурсов, различных олимпиад для детей по вопросам финансовой грамотности, а также основам предпринимательства. И, безусловно, методическое сопровождение по обучению педагогов финансовой грамотности. Рассмотрим первое направление – это реализация курса «Основы финансовой грамотности». Как вы видите, представлено на слайде презентации освоение обучающимися в 2018-2019 учебном году уже в 8 дошкольных образовательных организациях из 4 муниципальных образований уже реализуется учебный курс, безусловно, совмещая все возрастные особенности, учитывая детей. Кроме того, в 10 школах республики изучается отдельный учебный предмет «Основы финансовой грамотности». Вы видите, что в 6 общеобразовательных организациях ведется изучение элективных курсов, включающие вопросы также финансовой грамотности. В 5 общеобразовательных организациях различные факультативы и кружки по данной теме. Совместно с Министерством финансов Республики Коми в сентябре 2018 года также был определен перечень общеобразовательных организаций республики, которые со статусом вошли опорная школа по внедрению основ финансовой грамотности. В данный перечень уже вошло 10 школ. Это города Сыктывкара, Печоры, Сосногорска, Усинска, Инты, Ухты, Усть-Куломского и Троицко-Печорского районов. Вторым направлением, достаточно серьезным для нас, является это реализация всероссийских и межрегиональных проектов и программ. Республика Коми достаточно активно участвует в федеральном проекте Центрального банка Российской Федерации. Это онлайн-уроки финансовой грамотности. Обычно они проводятся в режиме 2 сессий, осенней и весенней, по 3 месяца. Как вы видите, представлено на слайде, весенняя сессия достаточно включает в себя большее количество участников, где-то в 2 раза, то есть это более 2000 участников из общеобразовательных школ, и количество прослушивания больше 6000. В данных уроках ребята могут познакомиться непосредственно со специалистами финансового сектора и услышать их лекции и консультации. Также активное участие регион принимает и во всероссийской программе «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», в которой участвовали в сентябре-октябре 2018 года более 90 общеобразовательных организаций. Данная программа реализуется также в формате открытых занятий с участием специалистов финансового сектора. Кроме того, в рамках проекта Министерства финансов России в период с октября по ноябрь 2018 года республика участвовала в 5-й Всероссийской неделе сбережений. Это масштабная образовательная просветительская акция, в рамках которой состоялись лекции, семинары и различные консультации по финансовым вопросам. И приняло участие также более 100 общеобразовательных школ. Впервые по инициативе еще Министерства финансов Республики Коми у нас в ноябре прошел конкурс, региональный этап межрегионального конкурса «Эссе. День рубля», на который участвовало также более 60 участников, и победитель был направлен в город Москву. Также вы видите на слайде представлены остальные направления по этим организациям всероссийского уровня, в которых мы участвуем. Следующим направлением, приоритетным в Министерстве образования, является организация проведения конкурсов и олимпиад для детей по вопросам финансовой грамотности и основ предпринимательства.
Школьники республики также принимают активное участие в олимпиадах. Так, в декабре 2018 года на Всероссийскую олимпиаду по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей от Республики Коми зарегистрировано было более 300 человек из 12 муниципальных образований. Также второй год тоже с СГУ, Сыктывкарским государственным университетом, у нас проводится проект Академии финансовой грамотности, который длится 2 месяца. Школьники вместе с Арифом Первелиевичем под руководством разрабатывают свои бизнес-проекты, которые защищают на итоговом занятии. Следующим направлением Министерства образования является методическое сопровождение педагогов по обучению финансовой грамотности. Безусловно, методическую помощь педагогам оказывает Коми Республиканский институт развития образования, в котором разработаны программы повышения квалификации, также Республиканская академия госслужбы. И, как уже было сказано, в апреле месяце этого 2019 года Государственным автономным образовательным учреждением Московским педагогическим университетом было проведено обучение по программе повышения квалификации, формирования финансовой грамотности у обучающихся, технологии и инструменты в 72 часа, из которых дистанционно были 52 часа и 16 часов в очном режиме. Безусловно, на 2019-2020 учебный год Министерством будет продолжена данная целенаправленная работа в организации межведомственного взаимодействия с Министерством финансов Республики Коми, с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми, с другими заинтересованными ведомствами, также в организации информационно-методического сопровождения образовательных организаций и участников, расширение форм и вариантов работы с детьми и молодежью в данном направлении, и планирует Министерство образования включиться в федеральный проект содействия повышению уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования в Российской Федерации. В настоящее время Министерством разрабатываются документы по направлению включения в данную методическую сеть. На этом у нас все. Спасибо, Севиль Валерьевна. Это очень важная для каждого педагога нашей республики информация. Я думаю, что мы все осознаем, что сегодня проект «Финансовая грамотность» рассматривается с точки зрения задач именно государственной политики. Поэтому мы очень благодарны, что сегодня Министерство образования, науки и молодежи политики Республики Коми представило такую насыщенную именно результатами информацию. Спасибо. Уважаемые коллеги, я очень рада, что сегодня вместе с нами в рамках круглого стола работает Марина Ивановна Подболотова. Марина Ивановна является нашим профессиональным партнером не только нашего института, а именно профессиональным партнером нашей республики. Марина Ивановна у нас в онлайн-режиме подключается. Марина Ивановна, я надеюсь, что мы друг друга видим. Мы очень рады, что вы нашли профессиональную возможность и сегодня вместе с нами вновь обращаетесь к нашим педагогам, и мы вместе с вами сегодня еще раз говорим о методологии обучения по программе формирования финансовой грамотности у обучающихся. Я знаю, что вы высоко оценили работу наших педагогов, и мы надеемся, что ваше выступление, оно для нас станет стратегическим с точки зрения и продолжения нашей работы на уровне Республики Коми. Марина Ивановна, вам слово. Да, спасибо, Галина Владимировна. Меня слышно? Вас очень хорошо слышно. Мы видим вашу презентацию, но мы, к сожалению, не видим вас. Марина Ивановна, мы вас видим. Мы вас видим. Вас слышит и Республика Коми. Отлично, спасибо большое, коллеги. Ну, во-первых, я действительно очень рада снова вас увидеть. И привет всем, кто меня знает, тем слушателям, которые меня слушали и принимали в вашем замечательном городе и институте. А те, кто к нам присоединяется, то давайте знакомиться. И зовут меня Марина Ивановна Подболотова, я как раз являюсь членом команды, которая сейчас пытается продвинуть идеи формирования финансовой грамотности среди населения, молодежи и являюсь исполнителем проекта по содействию финансовой грамотности населения.
К сожалению, у меня такой фон идет сильный. Это какие-то технические проблемы. Вы меня хорошо слышите, коллеги? Очень хорошо, очень. Каждое Без слово помех, да? без помех. Отлично, очень даже хорошо. Да, тогда продолжаем. Итак, дорогие друзья, у меня сегодня поставлена задача немного рассказать о самой программе повышения квалификации, которая была, ну и, конечно, задел на будущее, да, которое, что нас ждет или какие перед будущим стоят эти задачи. Дополнительная программа повышения квалификации была разработана, действительно, я повторюсь, Московским городским педагогическим университетом по заданию Центрального банка России. Мы работали вместе, и методологию, ее смысл тоже прорабатывали вместе. На данном слайде вы видите цель, категории слушателей, трудоемкость программы. Я только обращу внимание на то, что данная программа в основной своей массе шла в дистанционном формате. Есть такая картиночка нашего системы дистанционного обучения. И получив обратную связь, мы понимаем, что такой формат, такая форма повышения квалификации, она достаточно эффективна в настоящий момент, тем более, что была возможность и очно пообщаться после научных сессий. И какая была структура программы, из чего она состояла? Это был модульный подход, всего вы видите здесь 5 модулей. Если обратить внимание на содержание этих модулей, то мы с вами видим, что большая часть, 4 из 5, они посвящены вопросам методики, технологии, такие образовательной прагматики. И один модуль был предметный, посвященный непосредственно содержанию вопросов финансовой грамотности, такой был уже содержательного плана. Да? Остальные модули были методического, педагогического плана. И это совершенно оправдано, потому что понятно, что нужно педагогу, преподавателю, который начинает эту историю владеть содержанием, это не обсуждается, конечно. А вторая история, это, конечно, связана с тем, как это содержание внести в детей, как сделать так, чтобы действительно создать основу для формирования финансовой грамотности у нашей подрастающей молодежи. И этот вопрос непростой, он самый трудоемкий, потому что ответа такого прямого, как это сделать эффективно, вам, наверное, никто не даст. Потому что еще мы находимся в поиске. И сама сфера грамотности, таковой функциональной, а финансовая грамотность к этой категории относится, она у нас только развивается. Тем не менее, если остановиться на самых ключевых моментах, и я хочу сказать, что я в своем выступлении все-таки коснусь проблемных историй, именно с тем работать на будущее, да, где, как расширять свои компетенции, в какой сфере наиболее проблемных, что ли, какие точки есть. Итак, посмотрите на данный слайд, здесь результаты, чем мы хотим добиться в финансовой грамотности, формируя финансовую грамотность. Это вот такие качества финансового грамотного человека, порядка 11, которые, посмотрите, вот эти качества определены в виде годового действия, да? Формирует сбережения, выполняет обязанности, распознает, умеет выбирать, планирует и так далее. И два таких ключевых качества личности, такой финансово грамотной, знаете, такие системообразующие, что ли, за что хватают все остальные. Это когда у нас ребенок, человек молодой, умеет планировать доходы, расходы и следит за своими публичными финансами. И почему этот слайд здесь находится? Да, почему это важно? Потому что дальше тянет за собой подготовку образовательных результатов
и, соответственно, контроль их динамики, и их отслеживания и развития. В чем плюсы и минусы, не то что минусы, а проблемы и риски внедрения этой предметной области и реализация в нашем образовательном поле? Ну, о преимуществах я говорить не буду, потому что они ясны нам. Да? А вот какие у нас возникают в нашей педагогической общественности, непосредственно начиная этой проблемой заниматься, трудности. Трудности такие. Первое. У нас, конечно же, алло, коллеги, слышите меня? Да. Марина Ивановна, слышим. У нас такие вот проблемы и трудности. Первое – это объем часов. Понятно, что учебно-плановая учебная программа, она не резиновая. И вместить туда ее один из замечательных, нужных, необходимых предметных владений бывает проблематично. Вторая трудность – это методический контроль. Время – это дорогой ресурс, и терять его невозможно. Начинать искать, разрабатывать методику, методический подход к реализации этого предметного поля, хотелось бы, что уже была бы какая-то база в Следующий момент – содержательный. У нас есть развитая интересам, которые везде это проходят, определяют ли вот эти смысловые содержательные единицы, но они никак не ограничены, что ли. Да? Для учителя это вызывает некоторые сложности. Ну вот, скажем так, контентом, таким определенным методическим документом, да, скажем так, программа, предметная, да, и учебники и так далее. Вот это тоже, с одной стороны, это и плюс, такое богатство выбора, с другой стороны, это сдерживает какие-то аспекты нашей деятельности. Ну и последнее, это планирование результатов, собственно говоря, чего мы хотим добиться, к чему мы идем, как их определять, ну и как оценивать достижение этих результатов. Вот это не весь перечень проблем рисков, но он такой. Конечно, есть куча подходов, которые предлагают, и их нужно, конечно, просматривать, обсуждать и выхода из ситуации, минимизация этих рисков. Ну, вот, например, применение такой многовекторной модели формирования финансовой грамотности. И на данном слайде представлена здесь две модели. Предметная модель – это когда мы в курсе финансовой грамотности внедряем отдельно предметом публикатив, фиктивный курс. И вторая контекстная модель, когда в элементы финансовой грамотности интегрируем в базовые курсы, будь то школьного образования, будь то профессионального образования. Несмотря на это, либо та, либо другая модель, они обязательно должны коннектиться, как говорят у нас, значит, в деревне, с направлением воспитательной работы и социализации, с программой воспитания социализации личности, с неурочной деятельностью детей. Потому что грамотность – это такая категория, которую невозможно в академических условиях урока достичь этого результата, скажем так. Опять входим мы на что? На то, что у нас, если мы применяем и используем модель контекста, интегрированную, то мы должны понимать, что у нас есть ограничения. У нас есть регулятор, у нас есть федеральный государственный стандарт. И если мы интегрированную программу начинаем внедрять, например, финансовая грамотность, обществознание, история, география, математика, языки и так далее, должны понимать, что базовые учебные курсы, они без требования старт их результатам, и мы должны быть писаться. И это сложности вызывают учителей, естественно. Какую бы мы модель не брали, конечно же, есть определенные этапы работы учителя. Да? Он должен создать рабочую программу курса, элективного курса, факультативного,
системного, интегрированного базового курса с финансовой грамотностью. Ну вот на данном слайде представлены этапы проектирования рабочей программы, интегрированной как самого сложного элемента. Если обобщить эти этапы, то они состоят из 3 шагов. Это, во-первых, формулировка целей и результатов, которые мы хотим достичь. Это, естественно, набор содержания. И 3-й шаг – это отбор методик технологий, который позволит нам сформировать, развить и оценить достижения детей в финансовой грамотности. Определение целей и результатов – важнейшая часть нашей работы педагогической. И от того, как только четко сформулированы цели и результаты в рабочей программе, будет зависеть и сама наша деятельность. Да? Вот если говорить опять о сложностях или о трудностях, или о необходимости учета федерального государственного стандарта, то если обратить внимание на трактовки, которые там предъявлены к целям образования, к результатам образования, ну, например, личностным результатам, метапредметным результатам, то посмотрите, здесь красным выделено, эти результаты нисколько не противоречат результатам формирования финансовой грамотности, а наоборот, они очень хорошо сочетаются. И дальше что? У нас задача учителя какая? Перенести данные результаты, соединить их с результатами финансовой грамотности, расширить этих компонентов, снабдив их смыслом, потому что все-таки это рамочная история, и посмотреть, как происходит развитие результата и как происходит изменение содержания в такой вот матричной системе, что ли, матричной технологии. Более сложная история с предметными результатами. И вот на данном слайде показан пример с географией. И здесь опять прекрасно выделено, что и даже предметные результаты, ну, в частности география, возможно расширить смыслами результатов финансовой грамотности там, где это ложится друг на друга, да, там, где это не противоречит друг другу. И средствами предметными результатами можем достичь и ряд результатов формирования финансовой грамотности. Ну, вот, например, в географии есть такой результат. Это формирование умений детей решать современные практические задачи человечества. Да? Почему способы достижения финансового благополучия не отнести как части планетного результата географии? Вполне ложится. Или, например, в географии есть результат формирования знаний детей в культуре хозяйственной деятельности человека. Пожалуйста, разнообразие финансовых продуктов и концепций хорошо раскрывает этот предметный результат по географии и логично как бы обогащает этот самый предметный результат. Ну, собственно говоря, к чему я это все говорила? Я говорила это тому, что интегрированные образовательные результаты – это как раз тот стержень, который поможет учителю видеть движение результата, видеть развитие результата, ну и понимать, как его оценивать, как его формировать. Ну, опять же, на примере, давайте посмотрим движение образовательных результатов модуля личное финансовое планирование. А я обращу сейчас как бы память слайдов, где у нас качество личности финансово грамотного человека. И вот личное финансовое планирование – это одно из ключевых качеств, отличающее данного человека. Ну, вот здесь видно движение от 5 к 9 классу, результат по модулю личное финансовое планирование, от компетенции просто характеризовать, иллюстрировать какими-то примерами потребностей человека
то в 9 классе уже характеризовать экономику семьи, уже формулировать финансовые цели, оценивать эти цели по предметам достижимости и так далее. Что у нас с содержанием? Да, вот о проблемах мы говорили, о том, что содержательно уже вопросы возникают. Ну, на данном слайде, посмотрите, я предполагаю педагогам, учителям, которые за эту тему берутся, составить такую матрицу и такое предложение изучения модулей финансовой грамотности. Это, конечно, примерная матрица, и каждый может, исходя из собственных условий, которые есть в местах, своих подготовить такой вариант. Опять же, с какого класса начинаем, например, с 5 или там, с 9. Учитывая возрастные особенности детей, ну, скажем, налоги в 5 классе включать, наверное, бессмысленно и не надо нагружать этим детей. А вот там с 8 класса вполне нормально. Та же тема инвестиций, да, как серьезная понятийная база под этим 10 модулям и так далее. Но очень важно, чтобы все эти модули, конечно, так или иначе нашли свое отражение в образовательной программе. Ну и тут, видите, есть 2 таких модуля, которые такие, ну, все время присутствуют с 5 по 9 класс. Это личный финансовый план и финансовая безопасность. Да, и такие сквозные модули, которые могут присутствовать везде. И учитель, конечно, ОМК, основы финансовой грамотности, наверняка с ними знакомы. Если нет, то рекомендую смотреть тем, кто этим начинает заниматься. А те, кто работает, тоже наверняка знают эти пособия очень методические, Маченко, Горячего, которые включаются и методическое пособие, и методические рекомендации для реализации вопроса. Очень доступно, интересно, даже захватывающе написано, хочу сказать я вам. Дальше по вопросу методики, технологии. Конечно, если мы говорим о грамотности профессиональной, то методика, технологии должны быть такие активные, интерактивные, деятельные и направленные на то, чтобы ребенок мог использовать приобретенные знания на практике, на основе жизненных ситуаций, реальных, которые возникают, чтобы он смог делать вывод, чтобы он смог переложить изученное на собственный опыт себя, своей семьи. И, конечно, результаты нужно фиксировать. Для того, чтобы ребенок видел, как он двигается, чтобы он понимал, что ему получается, что нет, да, и это очень важно. Ну, технологии, которые я говорила, да, активные, вот они представлены, это, конечно, критическое мышление, игровые технологии, практикоориентированные, коммуникативные, проектные, то есть все те технологии, которые направлены на действия ученика, на практические действия, на активность разного рода. Ну и, конечно, прежде всего не академические, а такие вот практикоориентированные, жизненные, да, в контексте жизни настоящей, как мы говорим. Ну и поскольку я говорила об ориентирах на то, чтобы мы в формировании, в использовании технологий ориентировались не на академичность, не на фундаментальность, а на действие, то, ну, вот здесь такие примеры. Например, кейс 7 класс, география, по модулю личное финансовое планирование. Допустим, кейс «Как сэкономить путешествие». Ну и вы видите, я не могу сказать, что такое кейс, это сегодня не моя задача, он представлен. Ну, задание какое, да? Ответить на вопрос, обосновать свой ответ, составить свои советы для путешествия по выбранной стране. То есть сделать выбор, обосновать, предложить свое. 8 класс, модуль страхования в 8 классе. Опять же, есть некий кейс,
такая практическая работа, которая дается на реальных документах существующих страховых компаниях по страхованию жизни и имущества от всяких непредвиденных природных явлений, да, и какие задания. Открыть компании, страховым которым ты отдашь имущество. Почему? Предложи варианты вашей семье с учетом всех случаев, которые могут наступить в вашей местности. То есть здесь выбор, оценка и собственное решение, предложение собственного решения. Проекты. Это проект тоже по географии 6 класс, по модулю личное финансовое планирование. Научиться детей планировать. Причем планировать, то здесь планируем праздник, смотрите, да, значит, здесь и некоторые расчеты небольшие, экономические, совершенно несложные, да, и контекст, где фрукты растут, где их можно купить, опять сделать выбор, где можно купить продукты и почему. Здесь в этом задании такая загадочка для детей специально предусмотрена. Ну, дальше, и друзья должны будут помогать, спросить детей, чем может помочь подготовить праздник. Почему я показываю это задание? Я хочу все-таки вернуться к тому, что такое финансовая грамотность. Финансовая грамотность, на мой взгляд, это не только владение понятийной сферой из экономики и финансов, это еще и социальная такая составляющая нашей жизни. Потому что я, например, считаю, что если мы увлечемся только лишь вопросами финансовыми, экономическими, то мы можем уйти в сторону формирования потребителя. Марина Ивановна, мы вам очень благодарны. Я превысила свой лимит. Да, к сожалению, к нашему большому сожалению, но вы знаете, очень профессиональное выступление. Нам очень важна ваша профессиональная стойкая позиция, и мы, конечно, благодарны вам лично и в вашем лице Московскому государственному педагогическому университету за выстраивание взаимоотношений с нашей республикой, которые важны не только для проекта «Финансовая грамотность», но и для других проектов, которые направлены на профессиональное развитие наших педагогов. Перед нами стоит очень важная задача включить в проект «Финансовая грамотность» преподавателей уже средних профессиональных образовательных организаций. И мы очень надеемся, что у нас будет такая возможность на курсы, которые вы на таком высоком уровне представили нашим коллегам из общеобразовательных организаций, к ним подключиться уже преподавателям средних профессиональных образовательных программ. Поэтому, Марина Ивановна, мы очень рады, что вы вместе с нами. И, Марина Ивановна, мы, наверное, будем вас уже отключать сегодня. Ой, да, да. Спасибо большое, спасибо, коллеги. Да. До встречи. Спасибо, Марина Ивановна. Спасибо, благодарим вас. Уважаемые коллеги, мы передаем слово Наталье Валерьевне Синицкой, которая представит нам информацию о проектах, которые направлены на формирование финансовой грамотности, на поддержку финансовых проектов уже на уровне нашей республики. Наталья Валерьевна, вам сюда. Да, спасибо, Галина Владимировна, за предоставленную возможность. Уважаемые участники круглого стола, я просто кратко пробегусь по тем итогам, которые нам удалось достичь, значит, за последние годы. Хотелось бы отметить, что да, действительно, вот как говорила Туркина Севиль Валерьевна, что у нас проводится очень много различных мероприятий, разной направленности, и открытые уроки, и онлайн, брейн-ринги, конкурсы. Конкурсы я отмечу обязательно, потому что дальше Наталья Вячеславовна Ружанская вам более подробно расскажет. Но я просто хотела бы сказать, что с 2015 года у нас проводится конкурс проектов по представлению бюджета для граждан, 16-го секреты денежки. В 2018 году, вот как правильно Севиль Валерьевна заметила, День рубля, конкурс методических разработок по вопросам просвещения учебных заведений проводил
к РАКСу в прошлом году в рамках форума по повышению финансовой грамотности. И вот то, что говорила Марина Ивановна в части мотивации учащихся, повышения финансовой грамотности, одним из мотивационных таким моментом может служить не просто участие в этом конкурсе, но и получение приза. Призы у нас в этих конкурсах практически везде денежные. А вот получается, в конкурсе «День рубля» в прошлом году ребята ездили в Москву. Кроме того, хотелось бы отметить, что количество участников всероссийских акций у нас из года в год растет. За последние 2 года они составили 5000 участников. Порядка 300 обученных экспертов-педагогов у нас получили сертификаты в целях повышения финансовой грамотности. Отмечу, что в целях бюджетной грамотности населения на территории Республики Коми действует проектный центр инициативного бюджетирования. Почему я отмечаю важность этого момента? Дальше я вам, расскажу более подробно. Кроме того, для реализации стратегии по повышению финансовой грамотности, стратегии Российской Федерации, у нас в республике сформирован Координационный совет при правительстве Республики Коми для повышения финансовой грамотности населения региона, в который вошли представители более 20 различных организаций. Это и представители банковской сферы, финансовых органов каких-то, страхования, пенсионных, высших учебных заведений, даже представители духовенства есть. Мы рассматриваем этот вопрос, очень сложный вопрос со всех сторон, принимаем коллегиальные решения, и посредством вот этих решений рождаются новые интересные проекты, о которых я скажу позже. Также результатом деятельности Координационного совета стало создание, разработка региональной программы по повышению финансовой грамотности, которую вы можете найти и в поисковых системах, и в ближайшее время на портале, который мы планируем в ближайшее время запустить, портал по финансовой грамотности. Уполномоченным органом, как сказала Галина Владимировна, по реализации вот этой программы, по взаимодействию с различными структурами является Министерство финансов Республики Коми. По данным ответственных исполнителей за 2018 год, понятно, что программа у нас была принято в сентябре, поэтому вот исходя из тех данных, которые мы получили, в 2018 году было проведено около 2000 различных мероприятий, в которых приняли участие порядка 35 тысяч жителей. Кроме того, 67 тысяч человек получили консультации финансовые, это порядка 63 консультаций. По итогам реализации программы оценка ее, конечно, высокая. И уровень и качество проведенных мероприятий в республике, в том числе осуществляемых в рамках региональной программы, были высоко оценены на инвестиционном форуме в Сочи, когда, Республика Коми стала одним из 5 лидеров по оценке первого всероссийского рейтинга финансовой грамотности, лидеров среди регионов России по финансовой грамотности, по уровню финансовой грамотности, получив по всем 3 позициям по индексам финансовой грамотности, это знания, навыки и умения, наивысшую оценку А. Кроме того, всеми муниципальными образованиями сформированы дорожные карты по повышению финансовой грамотности муниципальных районов и городских округов, имеется в виду. Как я говорила, 5-6 декабря прошлого года прошел большой первый финансовый форум от финансовой грамотности к благосостоянию, на котором были проведены различные секции, в том числе мастер-классы для педагогов, как проводить уроки финансовой грамотности. Рассказывали о тех материалах, которые существуют в помощь педагогам для проведения вот этих уроков финансовой грамотности. Был приглашен эксперт с Министерства финансов Российской Федерации. Уважаемые коллеги, пользуясь случаем,
приглашаем вас на очередной, второй уже финансовый форум финансовой грамотности, который будет называться «Финансовая грамотность. Взгляд в будущее». Вот по таким девизам мы этот форум будем проводить. Сегодня формируется план его проведения, но мы уже остановились на том, что все-таки также мы первый день 5 декабря посвятим школьникам и молодежи, пройдут различные игровые лекционные мероприятия, а 6 уже непосредственно и для педагогов, для экспертов финансовой грамотности будут различные секции, круглые столы, ну и, конечно, пленарное заседание. И мы постараемся пригласить федеральных интересных каких-то экспертов, которые помогут сформировать политику, скорректировать политику, в том числе и вашу, в области финансовой грамотности. Также отмечу, что вот сегодня уже было сказано, что Академия финансовой грамотности у нас есть, да, и развитие молодежного и инновационного предпринимательства для школьников на площадке СГУ. Так вот, Ариф Перверич Шахердиев предлагает расширить участие школьников не только города Сыктывкара, но и взять 2, допустим, муниципальных района, включить в этот проект. Я думаю, что это будет очень здорово. Особенно хотят поучаствовать в этом проекте и представители налоговых органов, то есть углубить знания, так скажем, школьников в этом направлении, для того, чтобы их проекты инвестиционного характера, проекты предпринимательской деятельности содержали уже и информацию о выборе системы налогообложения, обоснованную информацию. Кроме того, в поддержку вам непосредственно и нам, органам, экспертам в области финансовой грамотности, опять же, по результатам заседания Координационного совета был создан в апреле месяце региональный центр по повышению финансовой грамотности на базе КРАКСУ, Академии госслужбы. Руководителем этого центра является Ружанская Наталья Вячеславовна. Она более подробно вам расскажет о центре, о тех проектах, которые они реализуют, и тех перспективах, которые ложатся на их плечи. Еще раз акцентирую внимание, что будет создан информационный ресурс, на котором будет аккумулирована вся информация, касающаяся финансовой грамотности, которая необходима непосредственно вам, как педагогам Республики Коми, то есть нашим национальным, так скажем, уклоном, в том числе уже те материалы, которые интересны, которые можно использовать в своей работе, также будут размещаться на этом портале. Вся информация о конкурсах, о каких-то мероприятиях интересных, в том числе с обратной связью. Надеюсь, что вот этот портал станет хорошим инструментом и помощником вашей нелегкой, так скажем, мы понимаем, что работе. Вместе с тем тоже хотелось бы отметить, что у МК есть не только те, которые разработаны в рамках проекта вот, и Национального банка, да, вы еще можете найти у МК для, вот опять же, контекстной вот этой модели, да, обучения, чтобы внедрить, вы можете найти на сайте «Ваши финансы». Там тоже есть интересные материалы. И то, что я говорила про инициативное бюджетирование, у нас есть проектный центр, действует на территории Республики Коми. Почему я сделала на нем акцент? Сегодня рассматривается и уже в принципе подготовлен проект нормативно-правового акта о возможности внедрения в школах проекта «Народный бюджет». То есть в соответствии с тем, чтобы школьники правильно принимали решения о внедрении тех либо иных народных проектов на территории непосредственно своей школы, им необходимы определенные знания. Так вот, значит, чтобы получить бюджетные знания, они тоже будут обучаться. Совместно с Министерством образования Республики Коми определены регионы, не регионы, извиняюсь, муниципальное образование, да, в которых будут реализованы вот эти вот проекты. Это непосредственно, конечно, город Сыктывкар, а также на территориях муниципальных образований, муниципальных районов Княж-Погосский
Печора, Прилуцкий, Усть-Вымский. Вот, так что, коллеги, я думаю, что кто-то из вас в любом случае будет сопровождать эти проекты. Это очень интересно. Это мало того, что интересно, это практично. Это вы можете совместно с вашими ребятами не просто повысить свои финансовые и бюджетные знания и навыки, но вы можете эти знания применить на деле и помочь своей школе в развитии, там где-то что-то отремонтировать, приобрести какое-то оборудование. Я думаю, что это вообще очень здорово. Кроме того, в помощь, опять же, педагогам был запущен проект наставничества, который сегодня отрабатывается на территории города пока Сыктывкар. Несколько экспертов, которые вызвались стать наставниками, педагогам, сегодня проходят обучение, вот уже 6 человек получили сертификаты на базе ГЦПИ. Ну, неважно где, да, факт тот, что будут такие эксперты, будет сформирован пул наставников, которые могут вас сопровождать в рамках вот этого действия, формирования и уроков, и каких-то мероприятий, проведения мероприятий по повышению финансовой грамотности, которые помогут сказать, где взять материалы, какие, как лучше подготовить, где какие-то нюансы, и в том числе даже и обучить. То есть, чтобы начать правильно обучать обучающихся, нужно начать в первую очередь с себя. Даже нам пришлось учиться для того, чтобы вот качественно подойти к этому проекту. Но есть еще такой конкурс, конкурс FinSkills, я тоже обращаю ваше внимание в рамках внедрения вот этих профстандартов, да, которые так активно внедряются и уже действуют, да, у нас? Конечно, да, они действуют. Да, есть такая возможность пройти в рамках вот этого конкурса, который будет ежегодно. Пока это не республиканского уровня, но мы в любом случае поддерживаем и рассматриваем возможность со следующего года сделать региональный этап, где педагоги могут пройдя вот этот конкурс, победив, получается вот этот первый этап теста, да, независимо от оценки квалификации, да, будет засчитан. Да, вот это вот первый этап будет засчитан, вот как, по крайней мере, нам говорят организаторы. Будем надеяться, что эта возможность у нас будет, и мы ее будем продвигать. Вот, у меня все. Наталья Валерьевна, большое спасибо. Я понимаю, что столько перспективных проектов, в которые могут включаться наши педагоги. Уважаемые коллеги, я понимаю, что теперь все зависит именно от вашей профессиональной готовности включиться в столь серьезные проекты, которые прежде всего направлены на повышение финансовой грамотности всего населения. Поэтому я еще раз внимание обращаю. Сегодня мы проводим круглый стол не только для учителей. Мы сегодня все-таки расширяем нашу целевую аудиторию. Уважаемые коллеги, я очень надеюсь, что запись данного круглого стола обязательно посмотрят, очень внимательно проанализируют все предложения, всю информацию руководители всех организаций Республики Коми. Потому что сегодня от руководителя зависит, каким образом будет выстроена данная система работы по формированию финансовой грамотности в образовательной организации. Я очень надеюсь, что к нам подключатся профессиональные образовательные организации всех уровней. Поэтому сегодня нам, конечно, очень важно, что мы получаем полноценную информацию о конкурсном движении, о профессиональных проектах, которые сегодня демонстрируют уже лучшие практики реализации данных проектов в других субъектах. Ну и, конечно, мы понимаем, что сегодня Республика Коми обладает полным комплексом всех мероприятий, которые позволяют нам быть финансово грамотным населением. Уважаемые коллеги, я передаю слово Виктору Владимировичу Старцеву, представителю Национального банка России. Я думаю, что вы продолжите в таком же профессиональном ключе информировать наших коллег уже о образовательных проектах. Спасибо, Галина Владимировна. Рад приветствовать аудиторию. Спасибо за приглашение к участию в этом круглом столе. Но я уже после отдельных выступлений коллег понял, что раздел финансовой грамотности он важен, нужен. Мы все понимаем, что спектр финансовых услуг он расширяется, он усложняется, и, скажем так, раздел финансовой грамотности в образовательном процессе она должна занять достойное место. Ну, я теперь остановлюсь немножко на деятельности Банка России как участника программы
по повышению финансовой грамотности и немножко освещу его. Банк России участвует в разработке образовательных программ. Как уже вот видели презентацию Марины Ивановны, у нее методические комплекты, которые поставляют наши учреждения. Мы участвуем в мероприятиях, в онлайн-семинарах, поставляем информационные материалы в средства массовой информации. Как вы, наверное, все знаете, если кто не знает, сейчас освещу, ЦБ разработан информационно-просветительский ресурс «Финансовая культура», это Финкульт.Инфо, пожалуйста, все заходите, там очень много материалов, как для, скажем так, учеников, учителей, возможен также обратная связь. Наша аудитория как банка — это воспитанники дошкольных образовательных организаций, это учащиеся образовательных организаций общего, профессионального, высшего образования, это воспитанники организаций для детей-сирот, это педагогические работники, взрослое население, а также население пенсионного возраста. Приоритетной группой, конечно, для нас являются учащиеся образовательных организаций общего, профессионального и высшего образования. Именно поэтому одним из направлений деятельности Банка России является внедрение элементов финансовой грамотности в учебные программы различных уровней образования. Немножко остановлюсь на том, что мы делаем по секторам. На уровне дошкольного образования мы совместно с профильным учреждением определили профильные, опорные дошкольные образовательные организации. На сегодняшний момент это 3 дошкольных образования. Мы ведем базы образовательных программ дошкольного образования. Мы разрабатываем методические организации по вопросам преподавания основ финансовой грамотности и оказываем консультации заинтересованным сторонам. В отношении уровня общего образования мы также ведем реестр опорных школ совместно с профильным министерством. На территории, вот сейчас Севиль Валерьевна данные презентации указывала, это 10 опорных школ. Значит, в эти организации мы направляем комплекты методические по преподаванию основы финансовой грамотности. Проводим мощные онлайн-уроки по финансовой грамотности. Сотрудники Банка России принимают участие активно в этих мероприятиях, вот недели финансовой грамотности, опять же консультации. У нас наработано более 100 информационных материалов по основным темам финансовой грамотности. Ну, вот, презентацию Натальи Валерьевны мы видели, как раз по секторам она очень подробно разложила, что для каких классов, какие, значит, мероприятия, страхование, пенсионное обеспечение и налоги. Все эти комплекты нами разработаны. Значит, на уровне среднего профессионального и высшего образования, помимо вот указанного, это ведение реестров, методических комплектов, консультационной помощи, мы начали поддержку формирования волонтеров и волонтерских центров на базе образовательных организаций высшего образования. Если говорить предметно, то у нас заключены соглашения о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности с Коми Республиканской академией государственной службы. Не так давно мы заключили соглашение с Сыктывкарским государственным университетом имени Екатерины Сорокина. Мы активно участвуем в образовательном процессе как лекторы и как, скажем так, организация, обеспечивающая методическими пособиями для преподавания. Что касается взрослого населения, Банк России при участии интернет-портала для старшего поколения «Баба Деда» успешно реализует программы курса «Прививаем культуру финансовой грамотности» для граждан пожилого возраста. Сотрудничаем с Домом развития культуры и искусства, обучаем, скажем так, зрелых участников финансового процесса. Вот, поверьте, это необходимо, потому что как раз статистика обращений с жалобами, скажем так, с вопросами в Банк России в достаточной степени связана с гражданами данной категории возраста. Вот. Ну и говоря о развитии вообще в области финансовой грамотности, по,
скажем так, по разделам, да, вот озвучу цифры по финансовому волонтерству. Значит, у нас подано 17 заявок от волонтеров на обучение в онлайн-форме. Ряд волонтеров уже начали обучение, часть проходит. Значит, активно внедряем модули по финансовой грамотности, повышаем квалификацию педагогических работников. Вот эти методические комплекты мы все видели. Вот. Сейчас мы готовимся к запуску проекта по финансовой грамотности в детских лагерях отдыха. У нас разработан комплект, скажем так, деловой экономической игры по ролям, для развития, скажем так, финансовой грамотности в лагерях отдыха. И отдельно в заключении хочется остановиться отдельно на онлайн-уроках финансовой грамотности. Онлайн-уроки проводятся в форме вебинара, один лектор, много классов. Принять участие могут все школы. По нашим данным, 90% региональных школ имеют подключение к сети интернет, поэтому это дает возможность активно использовать современные методы дистанционного обучения. Все мы знаем, что уроки онлайн – это бесплатные мероприятия, они не содержат рекламы, не преследуют коммерческой цели. Вот. И немножко статистики. Севиль Валерьевна уже привела немножко статистики в наших слайдах, но я немножко к сектору Республики Коми. Республика Коми в онлайн-уроках занимает, скажем так, достаточно прочное место. У нас мы находимся на 5-м месте среди северо-запада по количеству просмотров. Мы обогнали по данному вопросу Псковскую область, Республику Карелия, Санкт-Петербург и Архангельскую область. Конечно, есть к чему стремиться. Охват школ у нас еще чуть ниже, чем в среднем по России, но показатели уже достойные. И надо стремиться нам всем к совершенствованию, к внедрению образовательного процесса по финансовой грамотности. Будем работать. Спасибо вам. Спасибо, Виктор Владимирович. Коллеги, я понимаю, что перед нами стоит очень важная задача. Виктор Владимирович обратил внимание на то, что мы должны подключать, это наша основная задача, представителей интернатных учреждений, педагогов дополнительного образования. Я даже думаю, у нас есть большое количество специальных коррекционных школ. Я думаю, все типы наших организаций должны включаться в данные проекты. Сегодня формируется реестр программ летнего отдыха и оздоровления. К большому сожалению, я, как член экспертного совета по утверждению данных программ, могу сегодня проинформировать, что ни одной программы по финансовой грамотности нет сегодня в нашем реестре. Поэтому, уважаемые коллеги, это задача, которая стоит перед нами, уважаемые педагоги. Поэтому я, наверное, вновь обращаюсь к нашему сообществу, что сегодня мы должны работать не только с учителями, а со всеми педагогическими работниками, включая и воспитателей общежитий. Поэтому, уважаемые коллеги, сегодня мы понимаем, что все педагоги Республики Коми в соответствии с профстандартами, а сегодня уже 8 профстандартов действуют на территории Республики Коми, в том числе это и стандарт для педагога-библиотекаря, должны включаться в эту системную работу, чтобы сработать на уровне нашей республики как именно единая профессиональная команда. Еще очень важно, уважаемые коллеги, наши педагоги знают о том, что у нас есть в республике уникальный ресурс, информационный ресурс, методический ресурс. Это портал «Открытое образование Республики Коми». Именно на данном портале размещается вся актуальная информация для наших коллег, для наших руководителей. И мы действительно сегодня можем сообщить, что сегодня активными посетителями данной платформы является уже более 2 миллионов человек. Это и родители, и обучающиеся наши педагоги. Поэтому, уважаемые коллеги, я очень надеюсь, Виктор Владимирович, мы сможем и на данном портале, информационном портале,
размещать нашу актуальную информацию, о которой вы сегодня говорили, обращаясь к нашим педагогам, родителям. И я очень надеюсь, что такая возможность появится не только именно у нас, как у института, но это портал совместный с министерством. Для нас это очень важно. Спасибо, уважаемые коллеги. Я очень рада, что сегодня у нас такие насыщенные по материалам информационным доклады. Я очень надеюсь, что действительно это не только доклад, но это всегда такое еще и профессиональное обращение к нашему сообществу. Поэтому, конечно, я очень рада, Наталья Вячеславовна, что сегодня вы вместе с нашими педагогами и будете говорить о формировании системы повышения уровня финансовой грамотности в Республике Коми. Наталья Вячеславовна Ружанская, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, коллеги. Я представляю региональный центр повышения финансовой грамотности в Республике Коми и вкратце расскажу то, чем мы будем заниматься. Как уже сказала Наталья Валерьевна, отметила, решением Координационного совета на базе Коми-Республиканской академии госслужбы управления был создан региональный центр повышения финансовой грамотности Республики Коми. Поскольку мы являемся оператором региональной программы повышения финансовой грамотности в Республике Коми. Соответственно, основная цель нашей деятельности – это организация системного обучения, обращаю внимание на это словосочетание, консультирование, информирование различных категорий населения, поскольку в республиканской программе выделено 5 целевых групп, в части вопросов финансовой грамотности, формирования финансовой грамотности. Да? И мы, как исполнители этой программы, планируем организовывать всю нашу деятельность по следующим направлениям. Это образовательно-методическое основное направление наше, информационное, консультационное и организационно-координационная деятельность. В рамках каждого из этих направлений планируется проведение мероприятий, множество мероприятий различного характера, да, причем системного, обращаю ваше внимание, характера. Это участие, прежде всего, во всероссийских акциях по финансовой грамотности, это обучение педагогов, на что мы тоже нацелены, это проведение республиканского финансового форума, о котором говорили, уже второй форум планируется, проведение всевозможных опросов, анкетирование, взаимодействие с ответственными исполнителями региональной программы, образовательные мероприятия, тематические площадки планируем организовывать. Затем развитие финансового волонтерства, что очень важно сейчас. Мы даже заявились на грант, который мы надеемся выиграть, и планируем организовать обучение волонтеров различного возраста. Конкурсы по финансовой грамотности, на которых я чуть позже остановлюсь, это консультирование. Мы планируем разработать впоследствии дистанционный курс по финансовой грамотности, информационное сопровождение портала мы будем организовывать. Одним словом, направлений достаточно много. И в рамках каждого направления мы планируем работать по следующим тематическим площадкам. Это инвестиции, это цифровая грамотность, это личная финансовая безопасность, банки, банковские продукты, страхование, микрофинансовые организации, микрокредитные организации, пенсионное обеспечение, защита прав потребителей финансовых услуг. Одним словом, у нас много работы. Мы видим, что уже сделано нами, чем мы, как вы понимаете, да, мы только начали свою работу в апреле, в конце марта, скажем так. Хотя до этого в декабре 2018 года мы провели конкурс методических разработок по повышению финансовой грамотности в рамках республиканского форума, и победители были награждены возможностью, кстати говоря, бесплатно обучиться по различным образовательным программам, которые предлагает Коми-Республиканская академия. И вот сейчас нами разработана уже программа непосредственно для педагогов по основе финансовой грамотности, достаточно содержательная программа. Мы организуем и совместно с Министерством финансов проводим республиканские конкурсы. Это бюджет для граждан, первый этап уже регионально завершен, и на очереди секреты денежки. Чуть позже я расскажу об этом конкурсе. У нас организован клуб финансовых волонтеров, молодежный клуб. Он пока не многочислен, тем не менее, работа его уже ведется. Поскольку я обещала отдельно остановиться на конкурсах, то, соответственно, эта презентация, я думаю, вы где-нибудь разместите, да, здесь активная ссылка, можно по ней пройти и ознакомиться с положением о конкурсе «Секреты денежки». Это республиканский творческий конкурс, он проводится уже начиная с 2016 года. В
В прошлом году победители были награждены денежными призами, в этом году размер денежных призов еще более увеличен. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание на этот конкурс. Сейчас я озвучу номинации, и вы увидите, какие денежные призы можно заработать, участвуя и, соответственно, победив, да, в этом конкурсе. Кроме того, мы в следующем году также планируем организовать и провести конкурс по предоставлению бюджета для граждан. В этом году несколько победителей были направлены, они получили денежные призы, и ряд конкурсных проектов был направлен на второй федеральный уже этап. Замечательные проекты. И у нас будет второй конкурс совместно с городом Сыктывкар. Мы организуем этот конкурс методических разработок по формированию основ финансовой грамотности, современное финансовое образование в школе, где тоже планируем, пока еще положение разрабатывается, но мы планируем этот конкурс приурочить к форуму финансовому и планируем, опять же, наградить денежными призами самых достойных педагогов. Что касается секретов денежки, посмотрите, пожалуйста, конкурсный призовой фонд, он достаточно весомый. Вот номинации и подноминации, которые представлены, возрастная категория и, соответственно, сумма приза, которую можно получить. Поскольку для нас очень важен сейчас интерактив и видео, всевозможные наработки, потому что они воспринимаются лучше всего в части обучающего такого материала, то здесь у нас призы 9-10 тысяч победителя от 14 до 18 лет и, соответственно, еще возрастная категория 19 до 30 лет. То есть тут есть где размахнуться. Поэтому посмотрите, пожалуйста, положение почитайте внимательно. Можно, я думаю, принять участие. Мы всех к этому призываем, конечно. Ну, кроме того, чем мы еще занимаемся? Как я уже сказала, нами разработаны дополнительные профессиональные программы повышения квалификации учителей и работников системы СПО по основам финансовой грамотности. Мы сейчас как раз планируем войти в реестр программ, сертифицироваться по основам финансовой грамотности. Мы, правда, мы по-другому это назвали, пока не буду говорить как. Мы приняли участие в 5-й Всероссийской неделе финансовой грамотности. Мы очень много мероприятий провели, охватили, вот я указала, 361 человек. Сейчас мы активно занимаемся проведением игр финансовых, это с финансами на Т, разработка Банка России, и не в деньгах счастья. В этих играх уже приняли участие 311 человек. И совместно с нашей национальной библиотекой мы организуем проведение игр с финансами на Т. А что касается не в деньгах счастья, то можно лично обратиться, мы проведем эту игру, тем более, что мы знаем, что во многих школах города Сыктывкара эта игра есть. Так что приглашайте, мы обучим. Здесь я представила на слайде, сейчас я не буду содержательно погружать, что каждая игра из себя представляет, потом можно будет более подробно ознакомиться, на какой возраст рассчитан и, соответственно, что предполагает. Ну и, как уже отметила Наталья Валерьевна, мы сейчас работаем над порталом финансовой грамотности Республики Коми, и пока у нас активно функционирует группа ВКонтакте, которая называется Центр финансовой грамотности. Вот ссылки я оставила по этой группе, поэтому вся актуальная информация о том, чем мы занимаемся, представлена в этой группе. И вот здесь вот наши контакты, если вы планируете с нами взаимодействовать. Но мы надеемся, да, на это взаимодействие. Мы включены практически во все программы финансовой грамотности, которые реализуются на территории Республики Коми. Спасибо, Наталья Вячеславовна. Уважаемые коллеги, нам, конечно, очень важно, что сегодня мы понимаем, что региональный центр, он будет являться координатором и конкурсного движения, и важных проектов для системы образования. Поэтому, конечно, Наталья Вячеславовна, вся информация очень важна для построения той работы, которая уже в следующем учебном году будет являться системной и масштабироваться на уровень всех организаций нашей республики. Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу. Я очень рада, что Татьяна Дмитриевна Поликарпова сегодня вместе с нами, заведующая кафедрой общего образования. И Татьяна Дмитриевна представит вам информацию именно о информационно-методическом сопровождении педагогов нашей республики. Татьяна Дмитриевна, вам слово. Поскольку наш институт традиционно занимается вопросами обучения, повышения квалификации работников образования, то перед нами также стоят задачи, которые
Наши партнеры сегодня уже озвучивали, наш учредитель уже озвучил. Включение вот в этот масштабный глобальный федеральный проект повышения финансовой грамотности населения на всех его уровнях, в том числе, безусловно, и работников образования, и наших обучающихся. И те направления, которые в нашем институте планируется реализовывать в виде уже системной работы, безусловно, при тесном взаимодействии, как мы надеемся, с нашими партнерами, мы надеемся заключить дополнительные соглашения, включиться вот во всю ту деятельность, которая была сегодня уже представлена. И поэтому на слайде, который вы видите, я надеюсь, представлены те мероприятия, в которых мы видим вот ту возможность, которая может очень активно нашими коллегами, сотрудниками Института развития образования представлена. То есть, безусловно, это повышение квалификации. Мы можем как раз помочь нашим педагогам разработать те программы вот в русле тех требований федеральных государственных образовательных стандартов, которые сегодня необходимо реализовывать на всех уровнях образования, начиная с с дошкольного образования, с общего образования и, безусловно, программ среднего профессионального образования. И мы также можем помочь нашим педагогам в отборе тех методик, технологий, которые им помогают организовывать сами уроки, взаимодействие с детьми. Учесть те психолого-педагогические особенности тех условий, в которых сейчас функционируют школы. Они все очень разные, и у нас есть опыт, безусловно, в реализации вот этих программ. Уважаемые коллеги, и в первую очередь, с чего начинается сопровождение любого проекта, это, конечно, информация. И мы готовы всесторонне информировать о реализации данного проекта, в том числе и о тех возможностях, которые наши партнеры предоставляют через наш сайт, через, как уже говорила Галина Владимировна, портал «Открытое образование», который также сопровождает Институт развития образования, и возможные СМИ, средства массовой информации, которые в доступности имеются, вот у нас те возможности, которые мы сейчас имеем. И, безусловно, любое повышение квалификации связано с трансляцией тех лучших методик, которые наработаны на уровне школ. И для того, чтобы транслировать эти методики, конечно, безусловно, их нужно сначала выявлять. Поэтому предполагаются также различные мониторинговые исследования, которые помогут выявить нам эти лучшие практики и помогать их представлять на уровне Республики Коми с тем, чтобы предоставить те образцы для педагогов деятельности, которые необходимо сейчас реализовывать для того, чтобы этот проект успешно состоялся, наверное, во всех школах Республики Коми. Прежде всего я говорю, конечно, о школах, поскольку я являюсь заведующим кафедрой общего образования, и в этом направлении мы в большей степени работаем с педагогами общеобразовательных организаций и педагогами системы профессионального образования. Мы также предполагаем включиться в реализацию различных конкурсов, в том числе с нашими партнерами. И среди наших партнеров есть различные издательства, которые выпускают учебно-методические комплекты, и они готовы также со своей стороны всячески способствовать реализации данного проекта уже через свои возможности. И как, наверное, уже неоднократно говорилось, мы также очень активно включаемся в реализацию различных круглых столов,
они необходимы для того, чтобы подводить различные итоги каких-то важных мероприятий, а также для решения тех вопросов, которые возникают, и, безусловно, проблем, которые возникают в процессе реализации любого проекта. И, наверное, вот в качестве такого важного элемента сопровождения данного проекта это те семинары возможные, вебинары, которые могут состояться не только в очном режиме, а также в дистантном режиме. Вот эти такие большие задачи, которые сегодня стоят перед всеми участниками круглого стола, точно в полной же мере относятся и к Институту развития образования. И я думаю, что мы сегодня очень много говорили о тех важных моментах, связанных с содержанием самих программ повышения квалификации. И, безусловно, Институт развития образования является тем оператором, который, как правило, сопровождает все важные направления, которые сегодня стоят перед современным образованием. И в том числе того проекта, который условно мы называем «Обучение основам финансовой грамотности». И наши курсы повышения квалификации, они могут быть предложены совершенно в различных формах. Мы предлагаем очень удобные формы для повышения квалификации всем педагогам и учителям. Они могут быть как очные, так очно-заочные и заочные. И количество часов и проблематика, которая волнует педагогов, она также может быть представлена в различных аспектах и различными, безусловно, преподавателями, не только нашими сотрудниками, но также и привлеченными специалистами, если в этом есть необходимость. И если, коллеги, у вас возникают вопросы по реализации курсов повышения квалификации, по предложениям, по трансляции опыта, то, пожалуйста, обращайтесь. Контактная информация представлена на слайде. Спасибо, коллеги, за внимание. И я надеюсь на дальнейшее сотрудничество, в том числе по вопросам финансовой грамотности со всеми нашими коллегами. Спасибо, Татьяна Дмитриевна. Уважаемые коллеги, мы сегодня все осознаем, что все наше сообщество включено в национальную систему учительского роста. И в рамках данной системы перед нами стоят две глобальные задачи. Первая – сформировать лидерское сообщество именно через конкурсное движение. Я очень рада, что во всех выступлениях конкурсное движение оно определялось именно как очень важный элемент проекта «Финансовая грамотность». И сегодня мы готовы проанонсировать два конкурса, которые инициированы Министерством просвещения Российской Федерации. И на уровне Республики Коми, начиная с сентября, будут запущены два конкурса. Первый конкурс, он такое название носит, это конкурс профессионального мастерства в области финансовой грамотности. И здесь мы внимание обращаем, что он направлен на привлечение педагогов разных предметных областей. Математики, биологии, географии, технологии и даже, уважаемые коллеги, литературы. Это то, о чем мы постоянно, коллеги, с вами говорим, это формирование именно метапредметных результатов наших обучающихся. Поэтому, уважаемые коллеги, это региональный конкурс, он станет для нас новым, и мы надеемся, что вместе с нашими коллегами мы сможем действительно выявить лидеров нашего профессионального сообщества, которые уже включились в активную деятельность по формированию финансовой грамотности у обучающихся, в том числе благодаря той системной работе, которая проводится на уровне республики. И второй конкурс – это конкурс методических разработок.
Это конкурс тоже инициирован Министерством просвещения. Мы обязаны и берем на себя эти обязательства провести региональный этап. Сегодня положение о конкурсе именно региональном этапе разрабатывается. Поэтому, уважаемые коллеги, я очень надеюсь, что благодаря этому конкурсу на портале «Открытое образование» Республики Коми в разделе «Лучшие практики и методики в области общего образования, среднего профессионального образования» будут представлены действительно лучшие практики, которые будут переданы нам именно на рассмотрение в рамках данного конкурса. Поэтому, уважаемые коллеги, я очень надеюсь, что мы понимаем, что все мы включены в решение задач, которые стоят перед нами по повышению, прежде всего, конкурентоспособности системы образования нашей страны. Уважаемые коллеги, Наталья Валерьевна, я знаю, что вы хотели еще дополнить информацию. Да. Вам слово. Да, спасибо. Буквально пару слов. Хотелось бы акцентировать внимание на регистрацию на сайтах всероссийских акций. Вот у нас проводится всероссийская, вот не так давно закончилась акция по дням финансовой грамотности в учебных заведениях. Коллеги, получается так, что вы проводите эти мероприятия, но почему-то, не знаю по какой причине, боитесь зарегистрироваться на том сайте, который вам предлагается. В этой связи возникают трудности у наших коллег, кто формирует сводные данные по этим мероприятиям, потому что все-таки стат-данные никто не отменял на сегодня. Это, к сожалению, раз. А второе, мы не можем выявить тех уникальных учителей, которые проводят много мероприятий, охватывают большое количество обучающихся, и не только учителей, но других экспертов. Да? Мы бы хотели таким образом определить лучших и наградить дипломами, может быть, в дальнейшем какими-то ценными призами. Но, по крайней мере, сегодня у нас была задача найти таких, чтобы наградить дипломом Министерства финансов Российской Федерации. Для нас эта задача была очень сложной. Пожалуйста, поэтому обращаю ваше внимание, в век технологий, будьте любезны регистрироваться. Да. Вот, спасибо большое. Да, это очень важно, уважаемые коллеги, наша профессиональная активность, она измеряется. И действительно на уровне и республики, и Российской Федерации всегда проводятся мониторинги, которые связаны с наличием действительно информации, как количественной, так и качественной. Поэтому, уважаемые коллеги, мы очень надеемся, что все рекомендации, которые сегодня вы услышали, они будут восприняты именно как управленческие решения. Уважаемые коллеги, но нам приходится завершать, мне кажется, столь важный профессиональный круглый стол. Мы надеемся, уважаемые коллеги, что мы с вами получим и вопросы, и рекомендации на основе той онлайн-записи, которая будет представлена. Поэтому, уважаемые коллеги, мы с вами сегодня подвели итоги учебного года. Мы были включены действительно во многие процессы, которые сегодня были представлены как профессиональные элементы полноценного республиканского проекта «Финансовая грамотность». И сегодня педагогическое сообщество, мы уже осознаем, занимает очень важную позицию. Это позиция, которая определена нам прежде всего государственной задачей. Именно мы, как лидеры профессионального сообщества, должны формировать новое поколение наших обучающихся граждан Российской Федерации, но и включаться в систему финансовой грамотности как волонтеры, как эксперты и для наших родителей, как и для наших людей предпенсионного и пенсионного возраста. Поэтому, уважаемые коллеги, педагоги и учителя, и педагоги дополнительного образования, руководители образовательных организаций, все то, что сегодня было представлено, это действительно и управленческие инструменты, и методические инструменты для построения вашей работы в следующем учебном году. Поэтому, уважаемые коллеги, я очень надеюсь, что в начале следующего учебного года мы
встретимся уже в рамках нашего большого образовательного форума «Государство, образование, общество» и проведем, может быть, уже не круглый стол, а какую-то, может быть, форсайт-сессию, может быть, это будет информационная, методическая сессия для различных категорий наших педагогических работников. Поэтому, уважаемые коллеги, мы ждем от вас предложений и надеемся, что данный круглый стол был для вас профессионально важен и полезен. Мы завершаем нашу работу. Спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо, профессиональная аудитория. Спасибо.